Здесь я делюсь своими мыслями о том, что лично мне кажется важным. Потому что я уверена, понимание сути происходящих событий определяет наши отношения и формирует позицию. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Жекова, и это «Свободный взгляд». Создание автономии Гагаузии и 31 год ее существования дают повод поразмышлять о том, что получилось из этой идеи, которая по праву считается примером мирного урегулирования, потому что конфликт между гагаузским населением, его лидерами и центральной властью Молдовы был решен через компромисс и правовые гарантии. Конфликт был предотвращен, а не заморожен, а решение было закреплено законом, а не силой оружия. Государство официально признало особую этническую идентичность гагаузов и право на сохранение языка, культуры, традиций и самобытности. Это снизило страх ассимиляции, одной из главных причин конфликта. Гагаузия осталась в составе Молдовы, центр сохранил государственное единство, а регион получил реальные инструменты самоуправления. Принятый в 1994 году 23 декабря депутатами парламента Республики Молдова закон об особом правовом статусе Гагаузии и Гагаузии и определяет основные права и полномочия автономии. Как реализовывалось право на сохранение языка и культуры на протяжении 30 лет при наличии своих институтов власти – Народного собрания, исполкома и главы автономии – Башкана Гагаузии. Какие важные решения и действия сделаны в этом направлении в разные периоды управления автономией разными башканами. Но для начала, друзья, попрошу вас подписаться на наш канал Гагаuz Медиа, ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылкой на наши выпуски, потому что так мы вместе с вами будем продвигать идею необходимости каждому человеку анализировать, мыслить критически, чтобы подводить себя к верным выводам. Друзья, я не перебирала ворох документов и статей. Я изложу свои личные воспоминания. Здесь будет то, что видно было моему взгляду обычного гражданина, прожившего все эти годы здесь, в Гагаузии. И да, я всегда следила за тем, что происходит в общественно-политической жизни автономии, и вас, друзья, призываю к этому. Это важно. Учитывая, что заявленная гагаузами автономия преследовала цель создания условий для развития культуры, языка, сохранения самобытности и идентичности гагаузского народа, полагаю, важно заметить, что сделано для достижения такой цели и в какой период. Гагаузский язык должен был с самых первых дней получить приоритет в действиях руководства автономии, причем всех периодов. Но, к сожалению, ни при первом башкане, ни при всех последующих гагаузский язык не становился инструментом работы власти ни исполкомов, ни Народного собрания, ни самих башканов. Не стала системой проведения публичных заседаний, общений с избирателями на гагаузском языке. Все руководители и законодательной, и исполнительной власти знали язык. А только Ирина Влах учила его по ходу своего правления, но никто не взял за правило использовать как можно чаще гагаузский язык в своей публичной деятельности. Итак, по закону главой гагаузского региона является башкан, высшее должностное лицо и гарант законности. За 31 год Гагаузией руководили 5 башканов. Георгий Табунщик, первый башкан, руководил с 1995 по 1999 год. Дмитрий Кройтер, башкан с 1999 по 2002 год. Георгий Табунщик, второй мандат, башкан с 2002 по 2006 год. Михаил Фармузал, башкан с 2006 по 2015 год. Ирина Влах, башкан с 2015 по 2023 год. Евгения Гуцул, башкан с 2023 года. Первый глава автономии Георгий Табунщик и самый старт жизни Гагаузии. Уже действует закон об особом правовом статусе Гагаузии. Георгию Табунщику пришлось проводить институциональное преобразование непризнанной Гагаузской республики в законно действующие структуры автономии. Его первый мандат должен был прочертить пути развития гагаузской автономии в языковом, культурном, социальном, экономическом и политическом плане.
Важным шагом сохранения и развития гагаузского языка в этот период стало открытие Гагаузского национального театра, с созданием которого много усилий приложил, начиная еще с 1988 года, патриарх гагаузской культуры Дионис Танасоглу. Театр считается живым носителем языка, потому что он сохраняет его живое звучание, эмоциональную глубину и связь с культурой. Развитие гагаузского языка через театр было особенно важно. В нем язык не только звучит, но и действует, передает эмоции, характер, мировоззрение и культурную память народа. И это главное. В декабре 1997 года решением исполкома за подписью Георгия Табунщика профессиональный театр заработал, и на гагаузском языке стали выпускаться спектакли. Подготовка кадров для театра, актеров и режиссеров этой идеей был вдохновлен Дионис Танасоглу. Он же убедил Министерство культуры Республики Молдова открыть группы для обучения студентов гагаузов и болгар в Кишиневском институте искусств, а позже и в Камрадском государственном университете. Так, чтобы обеспечить работу выпускников этих вузов, также по решению Управления культуры исполкома Табунщика в 2003 году был открыт филиал Гагаузского национального театра в Камраде. То есть теперь в Гагаузии 2 театра. Можно утверждать, что при первом Башкане театральное искусство автономии получило право быть. Но нужно заметить, что оба театра располагались в зданиях Домов культуры города Чедерлунги и Камрата. При Башкане Михаиле Формузале в ноябре 2011 года исполнительный комитет гагаузской автономии принял решение о ликвидации театра. Это был шок. Театр из статуса национального гагаузского превратился в городской. Но в 2013 году театру был возвращен статус национального театра. Театры были созданы поначалу даже укомплектованы, но популяризация гагаузского языка через театральное искусство никак не получалась. Почему? Власти не понимали, зачем нужен театр. Руководство Чедерлунского театра своими бесчисленными обращениями, десятилетиями просили башканов и Народного собрания Гагаузии обратить взор на нищенское существование театров, отток кадров и так далее. Но в автономии всегда были дела поважнее, чем искусство и гагаузский язык. Башкан Ирина Влах обещала построить здание театра в Чедерлунге. Дважды обещала и ни разу не построила. Но если обещала театр и не построила, то смело можно обещать аэропорт и тоже не построить. Ну, так Башкан Влах и сделала. Это так, к слову. Естественно, аэропорт никакого отношения не имеет к языку, культуре и традициям гагаузского народа. Это просто популизм. Невзирая на то, что к 2015 году уже было 2 театра в Гагаузии, филиал к этому времени стал Камрадским муниципальным театром имени Савелия Кёся, закона о культуре, где были бы статьи закона о театре, в Гагаузии не было. Судя по всему, не было понимания у властей, зачем он нужен. Насколько важна и какая связь между существованием автономии и гагаузским языком. История жизни автономии показывает, власти автономии не были заинтересованы в принятии закона о культуре. Так вот, невзирая на то, что ключевыми словами в создании автономии были язык, культура, исполкомы всех времен, 30-летия жизни автономии, на мой взгляд, не проявляли желания к тому, чтобы особой заботой, специальными программами и законами закрепить фундаментальные вещи для автономии. Я пока говорю только о сфере культуры и театре, как ярком носителе литературного гагаузского языка, но не затрагиваю изучение языка в образовательной системе, школьной и университетской. Но справедливости ради нужно отметить, что к моменту образования гагаузской автономии Камрадский государственный университет уже функционировал, и определенно стоявшие у истоков создания университета в Камрате Леонид Добров, Константин Таушанжи, Иван Крестиогла, Дионис Танасоглу точно понимали сверхзадачу создания этого университета. Смысловая нагрузка Камрадского госуниверситета, на мой взгляд, была заключена в работе факультета национальной культуры. И, конечно, с самого начала Камрадский госуниверситет был призван готовить специалистов для разных отраслей. Кафедра гагаузской филологии первые годы жизни автономии была одной из самых востребованных выпускниками школ, и учителя гагаузского, молдавского, английского языков успешно выпускались Камрадским государственным университетом.
Кафедра культуры и искусств готовила библиотекарей, культурологов, актеров и режиссеров театра, хореографов, дирижеров оркестра. Но с течением лет власти автономии не сформировали главную цель, ту самую идею, которой должны были быть подчинены все программы – образовательные, социальные, культурные, языковые, экономические, политические и так далее. И не было верных посылов власти для молодежи, для педагогического сообщества. Сегодня это один из самых малочисленных факультетов – факультет национальной культуры. То есть должен был быть, на мой взгляд, определен некий маяк, как слоган, не пустой лозунг, а что-то очень четко сформулированное, и к которому бы устремили все свои действия башканы всех времен жизни автономии. Почему башканы? Потому что именно они, как всенародно избранные лица, обязаны были подчинить все действия какой-то одной четко сформулированной, всем жителям понятной и признанной цели. Тогда все действия властей, публичных структур, гражданского общества были бы подчинены той самой главной объединяющей цели, в которой, на мой взгляд, главными словами могли бы быть гагаузский язык, история, культура, человек и единство народа. О том, что такая идея не сформирована и сегодня, говорит тот факт, что впервые закон о расширении сферы применения гагаузского языка появился в автономии лишь в 2018 году. 24 года спустя, то есть ни один башкан и его исполком не ставили во главу угла законное закрепление и четкое формулирование того, что должно было быть. Почему говорю не один башкан? Потому что даже закон о расширении сферы применения гагаузского языка был инициирован, разработан депутатами Народного собрания и принят 6-м созывом НСГ. А исполком в лице ее руководителя башкана Ирины Влах всячески препятствовали принятию этого закона. Более того, убедили директоров школы и общественность выступать против. Лишь мудрость 23 депутатов 6-го созыва позволила принять этот закон, и нужно отметить, что недостаточно эффективно он сегодня реализовывается, но воздействие положения этого закона на разные сферы с целью расширения использования гагаузского языка все же есть. Это первый закон, в котором гагаузский язык – краеугольный камень закона, и в нем прописаны положения по введению 2 школьных предметов в начальной школе на гагаузском языке, по переводу куррикулумов для этих предметов специалистами КГУ и научного центра, по дополнительной оплате учителям и студентам КГУ по специальности гагаузская филология, по поддержке писателей, поэтов, драматургов, пишущих на гагаузском языке, по поддержке композиторов, пишущих музыку для методического материала и так далее, по поддержке актеров театра с дополнительным 100% финансированием оплаты труда. Также театры получили дополнительные целевые средства на постановку спектаклей на гагаузском языке, показывая их во всех населенных пунктах Гагаузии. И это существенно увеличило бюджеты театров. На все это впервые в Гагаузии, согласно закону, был создан фонд по спасению гагаузского языка, и на эти цели уже в 2018 году было выделено из бюджета Гагаузии 5,6 миллионов леев. И все перечисленное в законе худо-бедно, но внедряется исполкомами 2 последних башканов. Я не останавливаюсь подробно на тех моментах по развитию гагаузского языка в образовании, так как изучение гагаузского языка, начиная с детского сада, школ и университета, все годы обеспечивалось финансированием из бюджета страны. Не поверите, как бы ни казалось абсурдным, но в 2019 году в некоторых школах автономии была попытка объединить предметы гагаузский язык и история традиций гагаузского народа. Несмотря на то, что средства для преподавания этих предметов гарантированно автономия получала из бюджета Молдовы. То есть в Гагаузии хотели сократить то, на что перечислялись деньги из Кишинева. В нарушении норм этого закона действует сама власть в лице башкана, членов исполкома и многих депутатов Народного собрания Гагаузии. Вот выдержка одной из статей закона о расширении сферы применения гагаузского языка. Статья 25 гласит:
Требования к должностным лицам Гагаузии, глава, башкан Гагаузии, Гагаузиери, члены исполнительного комитета Гагаузии, депутаты Народного собрания Гагаузии, занимающие ответственные должности, и должностные лица органов местной публичной власти выступают в средствах массовой информации Гагаузии преимущественно на гагаузском языке. Друзья, комментарии не нужны, правда? А если все же нужны, то вот они, мои комментарии к этому. Башкан, который с легкостью использовал гагаузский язык в своих публичных речах и выступлениях в СМИ, это Михаил Фармузал. Члены его исполкома, на мой взгляд, лучше всех владели гагаузским языком, и, пожалуй, это единственный состав исполкома, в котором, быть может, 80% чиновников могли свободно общаться с прессой или публично выступать на гагаузском языке. Таким же примером в истории использования гагаузского языка является и башкан Дмитрий Кройтер, мандат которого был коротким, всего 2 года, но сегодня не об этом. Свободно владеющий родным языком, с яркими ораторскими способностями, причем Дмитрий Кройтер, пожалуй, будет единственным башканом, говорящим в момент своего мандата на 4 языках – гагаузском, русском, молдавском, английском. Однако ничего основательного для укрепления позиции гагаузского языка Дмитрием Кройтером сделано не было. Георгий Табунщик был башканом, как говорят, государственником, то есть человеком, который, на мой взгляд, четко представлял, как развивать автономию, потому что он имел большой опыт управленческой работы. Он был сформирован мировоззренчески, и, кажется, только при башкане Табунщике не было скандалов между Народным собранием и исполнительным комитетом. Управлял автономией и он, используя русский язык, хотя владел гагаузским языком. Однако неоспоримым вкладом Георгия Табунщика в укрепление гагаузского языка будет, конечно же, создание при его управлении в Гагаузии профессионального гагаузского театра. О Берине Влах все было сказано. Выучила гагаузский язык, уже находясь в должности башкана, и это хорошо, но ни разу не было ни одного ею проведенного заседания исполкома на гагаузском языке и ни одного полноценного интервью в СМИ на гагаузском языке. Исключением, наверное, будет лишь передача на очень ломанном, но все же на гагаузском языке для ТРТ «Аваз». Башкан Евгения Гуцул, кажется, всем понятно, чем она запомнится. Но так как здесь я размышляю о вкладе башкана в развитие языка, то будем честными. Ее привели к этой должности не для поиска путей развития гагаузского языка и ее популяризации. И, конечно, поэтому Евгения Гуцул, в принципе говорящая на гагаузском языке, не считала нужным использовать гагаузский в деловом общении в своей работе. Странно, но получается такая картина. С середины 80-х годов гагаузы активно говорят в семьях, в школе, на улицах, на митингах на гагаузском языке. В 90-х требуют автономии, заботясь о необходимости сохранения языка народа, опасаясь ассимиляции, и, получив автономию, вдруг постепенно гагаузский язык задвигается в закулисье. Власти не акцентируют внимание на важности звучания языка в автономии. Все, полагаю, понимают, что нет языка, нет автономии. Но на нем не говорят башканы, депутаты, чиновники. Ну, не все, понятно. Есть те, которые используют гагаузский язык в своей работе, но подавляющее большинство не говорит. И они не становятся примером для других. Поэтому язык постепенно уходит из среды общения в автономии. И поэтому, когда сюда приезжают туристы из разных стран, они очень удивляются, что нет названия сел, улиц, магазинов на гагаузском языке. Но это совсем не удивляет нас, жителей автономии. Политики каждый день говорят, что урезание полномочий серьезно может привести к потере статуса автономии. Но почему-то никто из политиков ни разу не сказал о том, что территория компактного проживания гагаузов должна быть гагаузоязычной, чтобы соответствовать статусу гагаузской автономии. И это вовсе не говорит, что в автономии нет места другим языкам и культурам. Кстати, о культуре. В начале своих размышлений я говорила о том, что только 24 года спустя, с момента образования автономии, был принят впервые закон о гагаузском языке. И справедливости ради я должна отметить, что закон о культуре
о необходимости принятия которого говорили много еще с 2019 года в рамках работы межпарламентской рабочей группы, которая была создана между парламентом и Народным собранием Гагаузии. Только на 31 год жизни автономии был разработан закон о культуре и принят Народным собранием Гагаузии. Ну и напрашивается мысль, если такими шагами, измеряющимися 20-летиями или 30-летиями, будут приниматься фундаментальные законы для жизни автономии, то тогда нужно искать ответ на вопрос: мы точно знаем, куда мы идем? И какая у нас цель? А куда мы хотим привести эту автономию? Мы знаем ответ на этот вопрос? И общеизвестно, если нет цели, то есть хаос. А время идет, история пишется, 30 лет прожиты. Думаю, что если на эти вопросы не сформулировать ответы сегодня, то завтра может быть поздно. Возможно, друзья, у вас другое мнение и другие размышления о жизни автономии, о гагаузском языке, о роли башканов, всех избранных лиц и другие выводы у вас, естественно. Но я уверена, вы тоже размышляете, анализируете и делаете свои выводы. И это правильно. С вами была я, Екатерина Жекова, и это был мой свободный взгляд. Друзья, делитесь своим мнением в комментариях, пишите. И пусть в комментариях разразится здоровая дискуссия, которая очень нужна нашему обществу. А еще ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал Gagauz Media в YouTube. Ваша активность на самом деле помогает нам продвигать наш проект. На сегодня столько.